Сейчас все обсуждают начавшиеся переговоры по возможному миру или перемирию в войне, которая идет на территории Украины. Избранный недавно президент США Дональд Трамп продемонстрировал всему миру позицию, которую от него явно не ожидали сторонники Украины. Он пытается давить на Украину и посадить ее за стол переговоров на невыгодных для Украины условиях, и в то же время он пытается наладить конструктивные для себя отношения с Россией, ну или точнее с самим Путиным. Если рассуждать объективно и честно, то никто из нас, простых людей, не знает деталей переговоров. Какие условия выдвигаются со всех сторон, какие альянсы строятся и кто в этих альянсах состоит. Очень много факторов большой политики, где все переплетено и пока мало что понятно. Я не буду гадать и с умным видом здесь сидеть предсказывать развитие событий. Я, как и вы все, ничего не знаю. И у меня, как и у вас, нет никакой инсайдерской информации. Поэтому обсуждать геополитику я не буду. По крайней мере, надо хотя бы дождаться тех пунктов, которые появятся в переговорном процессе и станут известны мировой общественности. Но мне смешно наблюдать за российскими различными Z-патриотами или ватниками, которые еще вчера крыли последним словом Америку, а сейчас либо называют ее своим дорогим другом и братом, либо набрали в рот воды и сидят, боясь что-либо сказать. Меня интересуют наши башкирские дела. Что стоит нам, сторонникам независимого Башкортостана, ожидать от этих переговоров и как это может отразиться на нашем с вами будущем? Давайте рассуждать. В первую очередь мы, активисты Башкирского национально-освободительного движения, должны рассуждать с позиции своей выгоды и торжества нашей конечной цели независимого Башкортостана. Представим, что сейчас Украину продавят и заставят подписать ее более или менее приемлемые условия, в результате которого наступит мир, а скорее всего временный мир. За Россией останутся некоторые оккупированные территории Украины. Что в этом случае произойдет? На мой взгляд, путинский режим укрепится и усидит точно в этот раз до самой смерти Путина. А это может произойти примерно через 10, 15, возможно 20 лет. У меня большие сомнения, что отношение к России у всего цивилизованного мира изменится. Даже если будет небольшая поддержка США. А Трамп, как Путин, не будет сидеть у власти 25 лет. Россия в итоге так и останется страной-изгоем. Большинство санкций, скорее всего, сохранятся. И будут продолжать оказывать удушающее влияние на экономику России. В итоге лучше страна жить точно не станет. Эта империя по своей сути является смертельно больным человеком, который с выгодными для себя условиями в этих переговорах просто получит сильно обезболивающее лекарство, которое будет заглушать ее смертельную и неотвратимую болезнь. Но от смерти это ее точно не спасет. Коллапс, а затем последующий распад страны неминуем. Согласно опубликованному докладу Института энергетических исследований Российской академии наук, который задался вопросом, что будет с топливно-энергетическим комплексом России дальше, ответ был такой: Россия никогда больше не будет иметь таких доходов от экспорта энергоносителей, которые она имела в прошлом. Никогда. Дальше. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев говорит, что Россия проела все советские резервы в энергетике. У нее острая изношенность оборудования. Ситуация такова, что спрос, потребность в электроэнергии в моменты пиковых нагрузок, когда все вечером включается, уже в 2 раза больше, чем мощность энергосистемы Российской Федерации. Это значит, что Россия обречена годами использовать технологии веерного отключения электричества, потому что у нее нет мощностей. Нет денег в достаточном количестве, в достаточном объеме, чтобы построить новые электростанции, и она, имея только то, что построили в Советском Союзе, доедает советский запас мощностей. Министр транспортного строительства России жалуется, что у него сокращается число дорог федерального уровня с хорошим покрытием. И, мол, надо опять привыкать к
к ямочному ремонту. А если не хватает денег на федеральные трассы, то, естественно, их не будет хватать и на региональные. Это также значит, что те дороги, которые еще не построены, уже не построятся никогда. Особенно в маленьких и труднодоступных районах. То есть жить лучше точно не станем, а хуже, скорее всего, да. Деньги россиян будут уходить на восстановление армии, которую практически уничтожили за 3 года войны в Украине. Деньги будут уходить на восстановление захваченных территорий. Миллиарды рублей будут уходить на выплаты ветеранам боевых действий и их реабилитацию. Жители нашей республики Башкортостан и так в последние годы понимали, что, живя в богатой республике, по своей сути являются нищими. У 90% жителей нет финансовой подушки безопасности хотя бы на месяц вперед. Люди живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии к пенсии. Согласно данным РБК, за 2024 год Башкортостан входит в топ-10 самых закредитованных регионов России. Наша республика заняла 80-е место из 86 в рейтинге регионов по закредитованности населения. Годом ранее республика занимала 77 место, плюс 3 позиции за год. Объем задолженности перед банками в среднем на одного жителя республики оказался равен 502 тысячам рублей, а общая задолженность населения приближается к 1 триллиону рублей. Уровень закредитованности в Башкортостане составляет 85% от годового дохода. Это значит, что в среднем средний заемщик-башкортостанец должен сумму почти равную всей его зарплате за год. То есть он должен целый год работать бесплатно, чтобы оплатить свой кредит. Госдолг самого Башкортостана перед Россией вырос на 15% за год. И на 1 января 2025 года составляет 67,3 миллиарда рублей, увеличившись на 8,6 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. То есть наша республика, которая и так отдает до 80% своих доходов, еще и остается должна. И этот долг с каждым годом растет все больше и больше. Также это значит, что в условиях сырьевой экономики России, когда страна не может производить высокотехнологическую продукцию и вынуждена торговать сырьевыми ресурсами, нагрузка на добычу природных полезных ископаемых в нашей республике вырастет в несколько раз. Это значит, что власть продавит в итоге разработку всех тех месторождений, которые раньше она не могла продавить из-за протестов башкирского населения. Это и Каркатау, это хребет Ирандык, это Подольское месторождение, это и, возможно, Шиханы. А кто сможет помешать, когда все активисты либо посажены, либо запуганы, либо перекуплены властью? Также, конечно же, никуда не денутся и сторонники русского мира. Еще больше будет давление на все нерусские народы. Русские общины везде начнут сувать свой нос, пытаясь указывать, как жить коренным народам национальных республик. Продолжится давление, конечно же, и на мусульман. Власти режима будут пытаться ликвидировать и национальные республики, как рассадники сепаратизма. В то же время нам, сторонникам независимости Башкортостана, в этом во всем, как ни странно, больше плюсов, чем минусов. Есть надежда, что население республики, вне зависимости от национальности, но больше, конечно же, башкиры, прозреют и наконец-то осознают, что пора рвать с этой кровавой, нищей, вечно воюющей, вечно угнетающей свой собственный народ страной и обретать пора независимость. Люди, глядя на то, как еще вчерашние колонии СССР живут вполне себе успешно и развиваются как независимые государства, богатеют, растут в численности, развивают свой язык. В итоге люди сами захотят так же жить. Особенно понимая, что наша республика, являясь очень богатой, на самом деле не принадлежит своему народу, а является обычной, бесправной, сырьевой колонией, распроданной московским олигархам. После смерти Путина, а он явно умрет, ибо нет вечно живущих на земле, мгновенно начнутся необратимые процессы распада России. И ничего уже не сможет ее спасти. Власть в стране жестко персонализирована и держится на одном диктаторе. С его смертью все пойдет в разнос.
Россия начнет распадаться. Все некогда захваченные территории у соседних государств вернутся обратно. Возможно, еще даже с лихвой. А национальные республики и те регионы, которые захотят, получат независимость. И самое главное, народ будет к этому времени готов к независимости. Созреет. То есть в этом раскладе через 10-15 лет независимость, скорее всего, у нас появится с вероятностью в 99%. Теперь давайте представим, что будет, если Путин прямо сейчас проиграет войну и уйдет с поста президента России с разными вариантами конца для себя. Смерть, арест или добровольный уход с гарантиями неприкосновенности. Скорее всего, власть в стране перейдет к смешанному правительству, состоящему из сегодняшних системных либералов по типу Мишустина, Кудрина, Силуанова, Набиуллиной и части сегодняшних внесистемных оппозиционеров по типу Юлии Навальной, Ходорковского, Каспарова, ну и так далее. Что будет в этом случае? Ну, я уверенно скажу, что ФСБ сохранится. МВД тоже сохранится. Кто-то же должен контролировать такую огромную страну, населенную разными регионами и народами. Да и вообще много кто и много чего сохранится из нынешней России. Да, конечно, в стране станет посвободнее, раскрутятся гайки, выпустят политзаключенных, появится свобода слова, снимут санкции. Регионам дадут больше полномочий, но независимость точно не дадут, потому что перечисленные все люди являются хоть и на словах либералами, но на самом деле все они имперцы, которые выступают за единую и неделимую Россию. Да, возможно, они скорее всего отпустят Чечню, Ингушетию, Дагестан и Тыву, как самые депрессивные регионы, где живет враждебное для них население. Но за Башкортостан, Татарстан, Якутию, Бурятию и другие национальные республики они вцепятся мертвой хваткой. В этих республиках их позиции сильнее, чем в той же самой Чечне. И они, конечно же, сделают все возможное, чтобы оставить эти республики в составе новой России. Нет, конечно, они, скорее всего, не будут прибегать к силе и вооруженному подавлению национальных республик, если те захотят независимости. Они вновь возьмут на вооружение старый и испытанный метод – обещание и подкуп. Они предложат заключать очередные договора, наобещают нам свобод и полномочий в составе России. У них уже есть для этого свои люди, которые будут активно агитировать и призывать за то, чтобы национальные республики остались в прекрасной России будущего. У нас это может быть та же самая Лилия Чанышева или Рауфа Рахимова, которые побегут в Москву подписывать очередной, четвертый уже договор. И самое главное здесь то, что сам народ Башкортостана еще не готов к независимости. Да, процесс осознания, что независимость это единственная возможность спасти башкирский народ от ассимиляции и манкуртизации, идет. Все больше и больше людей проникается идеями независимости. Но процент тех, кто еще держится за старые порядки, кто боится перемен, кто готов дать еще один шанс русским и поверить в их обещания, пока такой процент людей еще очень большой. Люди будут готовы к независимости, когда очутятся на самом дне бедности и четкого осознания, что их целенаправленно уничтожают как отдельный народ. Если произойдет этот сценарий условной либерализации и становления прекрасной России будущего, и Башкортостан войдет с очередным договором в состав этой обновленной империи, то да, потрясений для общества будет меньше. Возможно, не будет никакого кровопролития, и все произойдет мирно. Но, как я сказал выше, я лично являюсь сторонником независимого Башкортостана и полного отрыва от русского мира навсегда. Поэтому я понимаю, что в этом случае наш башкирский народ обречен на дальнейшую манкуртизацию и ассимиляцию. Русские, имея большой процент в численности в нашей республике, будут продолжать требовать исключительности для своего народа, для своего русского языка, и будут также то же самое отказываться от изучения башкирского языка. А федеральный центр их будет в этом поддерживать. Сперва не так сильно, потом все сильнее и сильнее по мере обретения силы.
Если Башкортостан начнет экономически развиваться в прекрасной России будущего, то к нам хлынут потоки русских из депрессивных регионов и еще больше изменит наш национальный состав. Так было всегда. А отказаться принимать жителей из других регионов нельзя. Все-таки одна страна. И когда лет через 50 эта обновленная Россия в очередной раз превратится в империю с подавлениями любых свобод внутри страны и захватами соседних государств, а это случится неизбежно, учитывая имперский характер русских, то башкиры к этому времени станут полностью обрусевшим народом, без какого-либо национального самосознания. Тогда о независимости придется забыть. Поэтому, завершая эту тему, я призываю наш башкирский народ осознать, что нахождение в этой империи, неважно, как она называется, Российская Федерация или Прекрасная Россия будущего, это неминуемая смерть для башкир. Только независимость, пусть с потрясениями, пусть с трудностями в первое время, это все исправится при грамотной и мудрой политике. Но самое главное, мы сохраним башкирский народ как отдельный народ со своей самобытной культурой, со своим языком, со своими традициями, со своей религией. Мы останемся на этой планете как башкиры. Для этого нам нужно только одно – независимость.